На нашей планете живут более 7 миллиардов человек. Все они граждане различных государств. Каждое государство – это огромная семья. Чтобы в семье был порядок и все жили в мире и согласии, придуманы определенные правила. Самые главные правила, по которым живут казахстанцы, записаны в Конституции Республики Казахстан. Первый президент нашей страны Нурсултан Назарбаев отметил, что Конституция любой страны – это закон жизни. Если каждая из сторон будет соблюдать Конституцию, в государстве будет царить спокойствие. В суверенном Казахстане действует Конституция, принятая 30 августа 1995 года. За прошедшие годы в Конституцию были внесены изменения, которые дополнили их. Конституция – основной закон нашего государства, и все другие законы и правила должны подчиняться Конституции. В Конституции написано, как должно быть устроено наше государство, какие определены права и обязанности людей, живущих в Казахстане. Каждый гражданин Казахстана имеет определенные права и несет обязанности. Так написано в Конституции нашей страны. А что же это значит? Право – это возможность что-либо делать по закону под защитой государства. Это значит, что ты, как гражданин Казахстана, имеешь право на жизнь, на личную свободу, на уважение личной семейной жизни, на пользование родным языком и на выбор языка общения. Также ты имеешь право на свободный выбор профессий, на отдых, на охрану здоровья и на образование. Необходимо помнить, что у тебя есть определенные обязанности, данные государством. Обязанности – это действия, которые непременно нужно выполнять. Ты обязан соблюдать законы государства и уважать государственные символы Казахстана, защищать свою родину и заботиться о природе, уважать других людей и не нарушать их права. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқырмандар. Победа ауылдық кітапханасы сіздерді Конституция күнімен шын жүректен құттықтайды. 1995 жылғы 30 тамызда Қазақстан халқы өз елінің ата заңын қабылдады. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырды. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Сондықтан Конституция азаматтардың құқығы мен бостандығының кепілі. Всем добрый день, уважаемые коллеги-читатели. Побединская сельская библиотека со всей теплотой и сердечностью поздравляет вас с Днем Конституции. День 30 августа 1995 года в новейшей истории нашей республики ознаменовался важнейшим событием – рождением Конституции независимого Казахстана. В этот день народ Казахстана принял основной закон своей страны. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Поэтому Конституция – гарант прав и свобод граждан. Конституция Республики Казахстан – это основной закон государства, то есть список самых главных правил, которые установили для себя граждане Казахстана. Мы – народ Казахстана. Этой фразой открывается Конституция Казахстана, и в ней заложены бескрайняя преданность и любовь к своей стране, уверенность в своем президенте и в завтрашнем дне. Есть книга правды и свободы, вся жизнь ее слова, запечатленные наш народ свои священные права. Она под необъятным небом лежит державно, широко. В каких краях бы ты ни был, прочтешь ее наверняка. В той книге солнечные строки лежат пред нами, как дороги. Зовут на подвиг и на труд. Возьми скорее книгу эту, где герб наш золотом расшит. Как песнь заветная поэту, она тебе принадлежит. И для отечества родного, по зову творческой души, пиши в нее хотя бы полслова, вернее всю жизнь свою впиши.
Строгое следование Конституции – это основа успешного развития государства и гражданского согласия в обществе. Наш долг – бережно относиться к ней, уважать ее, как уважаем свою страну, свою историю, свои достижения. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан тілейміз. Сау болыңыздар. Конституция – главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности нашей страны. Опираясь на ключевые положения основного закона, Казахстан стал известным на международной арене и занял достойное место среди мировых экономических систем. Конституция укрепила государственность, обеспечила рост экономики и повышение качества жизни казахстанцев. Уважение и соблюдение норм и принципов Конституции – это почетный долг и святая обязанность каждого из нас. Продолжая идти по выбранному пути, мы достигаем новых вершин и плодотворно реализуем все намеченные нами инициативы. С Днем Конституции! Много-много лет назад, как нам люди говорят, был придуман он, Конституция закон, и с тех пор за годом год его чествует народ, за мораль и за порядок, и не страшен нам упадок. Кто законы соблюдает, тот, конечно, уважает Конституцию, страну, родину свою одну. Прошло почти 3 десятилетия, как независимый Казахстан стал авторитетным, узнаваемым государством на мировой арене. Но законотворческие процессы продолжаются, двигаясь в соответствии с новым поколением казахстанцев. Для каждой страны, считающей себя цивилизованной, закономерно иметь свою конституцию. Действующая Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. Этот день стал государственным праздником, Днем Конституции. Основной закон страны – это результат коллективного многолетнего труда, у истоков которого стоял первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. В тот непростой период ему удалось сплотить вокруг себя миллионы казахстанцев и выступить автором идей при разработке проекта Конституции. Принятие основного закона – одно из важнейших событий в современной истории казахстанского народа. Конституция закрепила государственный суверенитет Казахстана, демократические принципы устройства власти и общества, определила направление дальнейшего развития страны. Но самое главное, Конституция придает высшую юридическую силу правам и свободам человека, защищает его честь и достоинство. По словам первого президента Республики Казахстан, Конституция является основанием нашей свободы. Она закрепляет весь тот комплекс наших побед, наших обретений, которые принесла независимость. Мы учимся жить в демократическом обществе, а значит, ежедневно сами создаем демократию. Наша Конституция дала нам главное – право выбора, ибо творить свою жизнь самим ценнее любых сокровищ. «25 лет назад на карте мира появилось название Республика Казахстан. Новое имя украсило древнюю страну, раскинувшуюся на широких просторах евразийских степей. Обретя независимость, наш народ на демократичной основе впервые избрал первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Первая конституция независимого Казахстана была принята 28 января 1993 года. Структурно она состояла из 4 разделов, 21 главы и 131 статьи. Конституция впитала многие правовые нормы, принятые с момента обретения Казахстаном государственного суверенитета. Действующая же Конституция Республики Казахстан была принята 25 лет назад, 30 августа
1995 года. Этот день является государственным праздником, Днем Конституции Республики Казахстан. Принятию основного закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта Конституции населением страны. В общей сложности состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 миллионов граждан. Конституция Казахстана – это основание свободы, так как Конституция дала народу Казахстана самое главное право выбора.